Ничья с Дюшор заставила тренерский тандем Руси пойти на целый ряд перестановок в составе. На поле с первых минут появились Зуев, Куренов и Бобкин, которые до этого выходили только на замену. Стартовое сочетание центральных полузащитников также оказалось оригинальным для нынешнего сезона. К Дмитрию Габиеву добавились два Александра – Степанов и Заикин. К тому же дисквалифицированного Игоря Михайлова в центре защиты сменил Максим Дубонос. Начало встречи полностью осталось за рубиново-белыми. Однако Апатит, в отличие от предыдущих соперников нашей команды, оборонялся очень уверенно, легко выходя из-под прессинга Руси и создавая проблемы хозяевам поля в самом начале организации атак. Первый удар в створ Евгений Каратуша нанес лишь на 19-й минуте. С острого угла он выполнил нечто среднее между ударом и навесом. Но именно такой игровой элемент чуть было не застиг врасплох вратаря кировчан Максимова. А что же гости? Первый заслуживающий внимания момент у ворот Петра Иванова возник на 25-й минуте. Бессонов вышел на ударную позицию, но пробить из-за вмешательства Заикина не смог. Да и стандарты у Апатита не получались острыми. После удара Самкова с удобной позиции мяч полетел выше ворот. Единственный голевой момент за весь первый тайм был создан Русью на 34-й минуте. Каратуша отдал мяч на Степанова, который ушел от двоих игроков, и перед самой лицевой выполнил передачу на Бобкина. Однако удар нападающего с линии вратарской пришелся в одного из защитников Апатита. Концовка тайма запомнилась рядом фолов кировских игроков на Габиеве, а также неудачным исполнением штрафных ударов хозяевами поля. В перерыве замен не случилось. Течение матча также не претерпело особых изменений. Русь больше владела мячом, но не более того. Апатит не отходил от выездной модели игры, однако и в глухую оборону не садился. Правильнее сказать, играл по счету, который команду из Мурманской области до поры до времени вполне устраивал. Но на 61-й минуте Руси удалась просто образцовая контратака. Петр Иванов после неточного удара Киселева быстро ввел мяч на Максима Бобкина, который, протащив его до центра поля, сделал шикарную передачу в свободную зону. Туда на всех парах мчался Олег Трифонов. Защитник рубиново-белых ворвался в штрафную и поразил дальнюю девятку ворот опешившего Максимова. Забитого гола Руси сильно не хватало и в этом, и в прошлом матче. Казалось, что сейчас хозяева поля на кураже дожмут соперника. И первые 7-8 минут после забитого мяча, несмотря на активизацию в игре гостей, Русь действительно выглядела предпочтительней и могла увеличить преимущество в счете. Сначала Уваров оставил мяч набежавшему Заикину, но последний пробил гораздо выше ворот. Затем все тот же Заикин великолепно выстрелил издали, его удару совсем чуть-чуть не хватило точности. На этом запал у Руси и закончился, а Апатит же пошел вперед. Гаврилин мастерски на замахе уложил на газон Николаева, но его удар сумел накрыть Лобов. А вот еще один удар Гаврилина накрыть никто не сумел. Однако нападающий Апатита пробил прямо по центру ворот. И все же гол гостей состоялся. Очередной фол Николаева игрокам северной команды удалось воплотить во взятие ворот. Маркин откатил мяч Базанову, и центральный защитник Апатита, не задумываясь, приложился по игровому снаряду. Прыжок Петра Иванова не стал спасительным. 1-1. Забив гол, Апатит и не думал садиться на свою половину поля. А вышедший на замену Зарецкий стал и вовсе в одиночку терроризировать всю оборону Руси. Сначала он учинил мини-пожар в штрафной хозяев поля, а затем преспокойно убежал от Лобова с Дубоносом. Но вместо удара решил сделать свою позицию более убойной, позволив Иванову быть первым на мяче. И все-таки рубиново-белые смогли отодвинуть игру от своих ворот и ударно провести концовку второго тайма. Антон Морозов, разрезающий передачи, вывел Бобкина на рандеву с Максимовым. Но 9-й номер отправил мяч в сантиметрах от дальней штанги. А в компенсированное время Бобкин создал голевой эпизод фактически в одиночку. Но, показав свое индивидуальное мастерство, Максим решил не бить, а передать это право Морозову не получилось. Антон по мячу промахнулся, заставив болельщиков, которых, несмотря на чемпионский матч «Зенита» собралось более 200 человек, разочарованно вздохнуть. Второй матч к ряду футбольный клуб «Русь» завершает ничью.